37 предметов, инвалидные коляски, противопролежневые матрасы, ходунки, лесенки для ванны с поручнями и многое другое, что так необходимо пожилым и больным людям, в преддверии Нового года передало подопечным Сухумского дома-интерната правительство Москвы. Данная благотворительная акция не первая. Мы понимаем, что интернат обеспечен очень многим, но никогда, как говорится, не бывает лишним дополнительные оборудования, которые мы сегодня и передаем дому-интернату. Мы будем продолжать еще в Новый год осуществлять две акции. Это мы передаем двум школам 6 и 14, мы передаем компьютеры и классы лабораторные по химии и физике. В настоящее время в Сухумском доме-интернате проживает 50 человек. У каждого постояльца своя сложная судьба. Большинство из них совсем одиноки, нет близких и родственников, которые могли бы обеспечить им должный уход. Приют укомплектован квалифицированным персоналом, который делает все возможное, чтобы обеспечить пожилых людей всем необходимым. Оказанная помощь очень важна для подопечных дома-интерната. Сегодняшняя помощь – это большое для нас подспорье. Это и противопролежневые матрасы, это и коляски для инвалидов. От персонала нашего учреждения, от всех проживающих огромное спасибо правительству Москвы, Дому Москвы за то, что они знают и помнят, что мы есть. Гуманитарная помощь была оказана в рамках субсидий оказания медицинской помощи российским соотечественникам, проживающим за рубежом, при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы. Представленные медицинские изделия, они действительно помогут улучшить качество жизни проживающих в доме-интернате. И кроме того, они упростят работу персонала в уходе за пожилыми людьми. Кроме того, очень радует тот факт, что наряду с чиновниками, с администрацией и с персоналом данного учреждения социальную ответственность несут и такие организации, как Культурный центр «Дом Москвы». Всего помощи оказано на сумму 230 тысяч рублей. И, как говорят в Доме Москвы, эта акция далеко не последняя. Гугуца Вардания, Степан Мартиросян, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.